Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». С вами Олеся Григорьева. Ежегодно по традиции последнюю программу новостей мы посвящаем итогам года. Сегодня моим собеседником является Владислав Захаров. Наш с вами разговор мне хотелось бы начать с объективного, на мой взгляд, вопроса. Почему в конце года город остался без главы администрации? Глава администрации города – это живой человек. Владислав Васильевич Сафронов изъявил желание уйти с поста, принял такое решение в связи с тем, что, как сказал, лучше заняться бизнесом и помочь городу как бизнесмен в дальнейшем. Я думаю, что это более достаточный фактор того, что человек покинул эту должность. Подводя итоги года, хочется узнать, насколько вперед продвинулась программа «Моногород». Что сделано? Касаемо программы «Моногород», можно рассказывать очень долго и безостановочно. Проект очень грандиозный, и я думаю, что очень хороший проект именно для нашего города. За этот год было сделано очень много касаемо «Моногорода» проекта. Первый – это 5 шагов развития города. Что включает в себя эти 5 шагов? Ремонт памятника борцам, погибшим в 1925 году. Это когда было восстание, Кулакское восстание. Это первое было, то есть отремонтирован был памятник, территория облагорожена, поставлено ограждение. Второе – это аллея 12 месяцев, которую не завершили, но будем завершать уже в ближайшее время. То есть сейчас изготавливаются скамейки, которые будут весной установлены, зимой, потому что их бессмысленно устанавливать. Также построен гемодиализный центр, медицинский центр, причем который рассчитан не только на город Канаш и Канашский район, но также и на весь южный куст нашей республики. Четвертое – это реконструкция парка культуры и отдыха города Канаш. На сегодняшний день выполнена установка сцены, летней сцены, и завершаются работы по выполнению входной группы в парк. И пятое у нас получается реконструкция стадиона «Локомотив». Первый этап реконструкции завершен, искусственное покрытие самого стадиона сделано, завершена, сдана в эксплуатацию. И второй этап – это остается беговые дорожки, освещение. Что это? Это уже будет проходить в следующем году, то есть в 2018 году. Это касаемо 5 шагов. Касаемо других программ, строительства дороги Аниш, строительство индустриального парка и строительство очистных сооружений. Почему так долго все это было? Во-первых, согласно федерального закона 44, мы обязаны проводить аукционы на такие крупные мероприятия, на такие крупные строительства, так скажем. В связи с чем проводилось много раз по той причине, что были доброжелатели, в кавычках, которые не хотели, чтобы это настроилось, узнав, что какое финансирование сюда идет в наш маленький город – миллиард. Я думаю, что многие хотели получить свой кусок, но не получилось. Все-таки все это было сделано законно, определились подрядчики и началось строительство. На сегодняшний день дорога Аниш до конца не завершена по той причине, что поменялся источник финансирования, в связи с чем нам пришлось продлить исполнение данной программы, данной дороги. Также там возникла проблема такого характера, как перенос газа, потому что там в момент строительства всегда появляются какие-то подводные камни, о которых не видно, то есть на поверхности земли. Перенос газа, высокого давления. Газовщики убедились, сказали, что в холодное время года не стоит этого делать, потому что это нужно отключать 9 тысяч абонентов. В связи с чем сейчас готовится проект, и в следующем году по весне это будет уже завершено, то есть будет
сделан перенос. Также по дороге возникла проблема такого характера, как река Аниш. То есть сама дорога называется в честь этой реки, малой реки в городе Канаш, которая протекает. Мы сейчас получаем разрешение. Индустриальный парк строится. Освоение на сегодняшний день индустриального парка уже больше 50 миллионов. В индустриальном парке строятся очистные дополнительные, также коммуникации, строится подстанция для электроснабжения, будет строиться дорога и ограждение полностью этой площадки индустриального парка, 38 гектаров земли. Для чего это делается? Для того, чтобы привлечь туда непосредственно инвесторов, которые будут заходить на эту территорию и строить свои предприятия, создавать рабочие места. И, как говорится, самое основное – это налоги и рабочие места в нашем городе. И третье, самое, так скажем, на сегодняшний день глобальное и радующий объект – это строительство очистных сооружений. Очистные сооружения, которые необходимы нашему городу, как воздух. Наши старые очистные сооружения, сами понимаете, каждый объект имеет срок эксплуатации и, так скажем, подход к износу. Освоение у них на сегодняшний день больше 80 миллионов. Все эти программы рассчитаны на 2 года. То получается, в 2018 году, в этот период времени, в конце декабря, у них заканчивается исполнение контракта. Прошли параллельно уже, на сегодняшний день хочу сказать, что на сегодняшний день мы прошли уже проверку контрольно-счетной палаты по всем этим 3 объектам. И замечания как таковые отсутствуют. Ну, касаемо, почему строится зимой, я вот в прежнем вопросе упоминал такой фактор, как 44-й ФЗ, который гласит, там есть много подводных камней. Ну, разыграли, пока подготовили документацию, пока подготовили проект, пока разыграли конкурс. Получается, что у нас все это вот отодвигалось и пришло к этому моменту. Но жителям города не стоит переживать по той причине, что у нас есть гарантийные обязательства по контракту. Трасса роллерная, тоже лыжно-роллерная трасса, освещение парка. Ну, по поводу аттракционов, ну, как скажем, если в аукционе у нас, когда разыграем аукцион, останутся денежки, то мы эти деньги используем именно для аттракционов. Вот, эти деньги, которые остались с этого аукциона, мы собираемся поставить для любителей скейтборда площадку. Но это будет по весне, потому что сейчас зимой ставить смысла нет. Там должно быть асфальтовое покрытие, и уже сама конструкция будет установлена. Насколько я знаю, по данной программе должны обустроить дорогу по проспекту Ленина. Когда начнется работа и выделено ли на это средства? Проспект Ленина на сегодняшний день сделан пока предварительный ямочный ремонт по той причине, что это просто необходимо, в общем, дорога до конца не разрушалась. Сейчас производится, уже завершилась, скорее всего, это замена осветительных приборов. И уже в следующие 3 года программа расписана, что каждый год будет выполняться определенный участок дороги, производиться ремонт замены непосредственно самого дорожного полотна. И пока будут вестись работы по дорожному покрытию, машины откуда будут ездить? Ну, у нас объездных дорог достаточно, параллельные дороги, которые есть вокруг улицы проспект На какой Ленина. период закроется дорога, как вы думаете? Я думаю, что если ремонт будет делаться в течение 3 лет, то там будут кусками закрываться дороги. Жители города Канаша радуются программе «Комфортная городская среда», за счет которой 4 внутридворовые территории обрели новый облагороженный вид. Что планируется далее в этом направлении? Этот проект также продвигается и продлевается, как и сам моногород. Это связано с развитием моногорода. Ну, по всей России этот проект существует, но для моногородов, скажу по секрету, есть определенные, так скажем, поблажки, да, там, в виде финансов, в виде приоритетов. В 2018 году уже озвучена сумма, которая будет выделена для города Канаш именно по дворовым территориям. В этом году мы делали пилотный проект, то есть
пионерами выступили те дворы, которые 4 двора. На следующий год мы будем делать, скорее всего, один большой двор, красивый двор, куда будут включены все. То есть и малые формы, и тротуары, и пешеходная зона, и сама дорога, и освещение. Ну, все в комплексе будет. Но также я хочу сказать, что это очень сильно зависит от жителей. Пока еще двор не выбран. Пока двор не выбран, но от жителей двора очень много зависит. То есть софинансирование, оно просто необходимо. Сама программа так и гласит, софинансирование. Не то, что бюджет города должен все это оплачивать, да, а именно жители. В течение этого года мы много говорили об образовании, медицине и культуре. Если вкратце, как можете охарактеризовать развитие этих отраслей? Ну, по программе моногорода, в каждый моногород предоставляется машина скорой помощи, это раз. И второе требование, каждый моногород обязан отремонтировать входную группу в поликлинику или в больницу. На сегодняшний день город Канаш чем прославился? Это тем, что, во-первых, сделали гемодиализный центр, тоже медицина, отремонтировали детскую поликлинику, фасад полностью и входная группа. И также сейчас проводится аукцион по ремонту входной группы и первого этажа городской больницы. И вот этот весь ремонт плавно переходит на ремонт полностью всей поликлиники, всех 4 этажей. Цена вопроса 46 миллионов, насколько я помню. Город Канаш своеобразный город. Здесь ни одна школа, ни один детский садик не похож друг на друга. Но в детском садике номер 19, к примеру, да, открыта группа для детей-инвалидов. Причем оборудована по последнему слову. Касаемо школы, на сегодняшний день завершился проект, то есть изготовление самого проекта по пристрою к 11 школе, да. И сейчас оно проходит экспертизу. То в следующем году мы ожидаем начать строительство. Культура у нас всегда впереди планеты всей. Проводится очень много на площадке города Канаш, много фестивалей, много мероприятий. Вот недавно открылся фестиваль для детей с ограниченными возможностями именно на нашей площадке на территории города Канаш. Это значимое мероприятие. И думаю, что оно будет развиваться и в дальнейшем не только на уровне города, но и будем выходить на уровень республики, на уровень России. Владислав Елизарович, от имени наших телезрителей, от имени подписчиков в соцсетях хочу спросить, как вы видите ситуацию с жилищно-коммунальным хозяйством? В нашу студию, я бы сказала, ежедневно обращаются безутешные люди. Чаще всего это проблемы с отоплением, водоснабжением и с кровлей крыши. По их мнению, управляющая компания мало обращает внимание на беды людей, и администрация использует ли инструменты воздействия в работе с нерадивыми коммунальщиками. Каждый руководитель должен быть на своем месте. Очень много зависит от руководителя этого предприятия. Да? Какое бы предприятие ни было, если руководитель хороший, который радеет и болеет за данное предприятие, то в этом предприятии будет все хорошо. Но у нас бывает такое, что нам наследство достается не очень хорошее, да? Во многих случаях причем. И вот ты получаешь, что такие вопросы возникают. На следующий год планируется наладить работу в таком характере, что будут проводиться аукционы по ремонту домов, чтобы бремя ответственности несли непосредственно подрядные организации. А приемочной комиссии будут сами жители. Если жители вот этого же дома 28 промогородно заинтересованы в развитии, ну, то есть, чтобы у них этот вопрос решился, да, то есть они сегодня получили все ответы, которых их интересовал. Они проявили инициативу, они пришли, они реально собрались, они пригласили нас, мы собрали всех, кто должен быть там, и проявили это мероприятие. А если просто сидеть дома, замерзать и не проявлять никакую инициативу, то в этом случае, извините, конечно, ничего не будет, да. Вот, как говорят, сразу звонят непосредственно в аппарат главы правительства республики и говорят, вот у нас там холодно, но администрация же она есть, ее никуда не дели, никого не, как говорится, двери здесь не закрыты, телефоны работают у всех. Можно, если управляющие компании не хотят работать, но обращайтесь. Вот они не хотят работать. С управляющей компанией мы встречаемся каждый понедельник в 10 часов.
И каждый понедельник на совещании мы проводим с ними, так скажем, серьезную беседу, серьезную работу. Ну, есть законодательство, которое позволяет нам, самим жителям, собственникам жилья, решать вопрос, нужна ли нам такая управляющая компания или не нужна. Опять же, получается, что люди, то бишь граждане, жильцы данных домов, сами не хотят проявить инициативу. Ну, как быть? Мы же не можем их заставить. То есть жильцов, самих собственников не можем заставить, чтобы они проявили инициативу. А заставить работать управляющую компанию? Заставить работать управляющую компанию на сегодняшний день создана общественная организация, которая курирует их работу. Причем серьезная общественная организация, куда собраны эксперты в разных степенях, разных уровней. Я думаю, что положение поменяется в лучшую сторону, не в худшую, а в лучшую сторону. Касаемо водоснабжения в городе, на сегодняшний день запустили новых два предприятия, это водоканал и канал сети, муниципальные предприятия. Переходя на 2018 год, подводя итоги, в целом какие программы развития будут в приоритете? Развитие моногорода Канаш, строительство всех 3 объектов, завершение их в 2018 году, также параллельно привлечение инвесторов, поиск инвесторов, начало строительства новых предприятий на этом индустриальном парке. Для чего вообще строится, то есть моногород и программа. Также получение статуса ТСР. Ожидали в этом году, я надеюсь, еще год не закончится, может быть, еще, так скажем, успеем. Если не успеем, то в следующем году мы обязательно должны это получить, этот статус ТСР, который дает больших, так скажем, льгот для предприятий, которые будут работать на территории города Канаш, моногорода Канаш. Спасибо за откровенный разговор. От имени руководства Канашской студии телевидения Тимофея Владимира Александровича и от себя лично позвольте поздравить вас с Новым годом и Рождеством, пожелать крепкого здоровья, реализации всех профессиональных планов в личной жизни, волшебства и чудесных мгновений. Спасибо. Пользуясь случаем, хочу поздравить с Новым годом, с Рождеством Христовым всех жителей города Канаш, гостей города Канаш. Пожелать всем здоровья, сбытия мечт и плодотворного сотрудничества, плодотворной работы в следующем 2018 году. На этом наша программа завершается. Уважаемые телезрители, с Новым годом и Рождеством Христовым вас! Спасибо, что вы с нами.